В эфире рубрика «Чрезвычайное происшествие». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Сегодня около 11 утра произошло возгорание в здании строящегося торгового центра «Тысяча мелочей». На вызов прибыли 11 единиц техники и 52 человека личного состава Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар локализован, о жертвах и пострадавших не сообщается. Площадь возгорания, причины и ущерб устанавливаются. На 422-м километре трассы Вилюй, близ села Жемкон, перевернулся автомобиль. Водитель автомобиля Toyota Passon, двигаясь по трассе из Верхневилюйска в Якутск, нарушила правила распределения транспортных средств на полосе, не справилась с управлением, и машина опрокинулась с дороги в кювет. В результате ДТП женщина-водитель и двое детей 5 и 7 лет с множественными ушибами обратились в хирургическое отделение больницы Вилюйска. 7-летний пассажир помимо ушибов получил перелом обоих костей правого предплечья и был госпитализирован. Третий пассажир не пострадал. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло избежать более серьезных ранений. Якутский городской суд заключил под стражу на 2 месяца руководителя Алданского отделения внутренних дел Александра Осадчева, который обвиняется в превышении должностных полномочий. В СИЗО Осадчий пробудет до 21 октября. Александр Осадчий стал фигурантом дела по факту выявленных нарушений в условиях содержания подозреваемых и обвиняемых в изоляторе временного содержания Алданского района. Задержанные лица получали продукты, вещества и предметы, среди которых алкоголь и наркотики. Также для них устраивались свидания в ночное время и в непредназначенных для этого местах. 22 августа был задержан начальник изолятора временного содержания Алданского РОВД. В ходе расследования выяснилось, что незаконные действия сотрудник ИВС совершал по прямому указанию начальника Алданского районного отделения внутренних дел. 700 тысяч рублей заплатят государству 3 жителей Сунтарского района. Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 3 местных жителей, обвиняемых по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба группой лиц по предварительному сговору». На суде установлено, что 3 граждан, не имея разрешения на охоту, в ноябре 2018 года добыли медведя, находящегося в берлоге. Обвиняемые вину признали и раскаялись. С учетом всех обстоятельств суд назначил им наказание в виде штрафа в 520 тысяч рублей, а также с осужденных будет взыскана компенсация ущерба, нанесенного охотничьим ресурсом, в размере 180 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. Один из так называемых видов сезонных преступлений в Якутске – это угоны велосипедов. Только за прошедшие сутки в столичной полиции зафиксированы 2 подобных случая. В полицию города обратился мужчина и сообщил, что ночью из подъезда его дома на 202-м микрорайоне был похищен велосипед «Астерн». Аналогичная кража была зарегистрирована по заявлению местной жительницы. Женщина лишилась велосипеда «Мерида», который на протяжении более чем недели хранился во дворе жилого дома по улице Халтурина. По данным фактам проводится проверка. Мощные дожди с градом обрушились в понедельник на центральную часть Испании. В Мадриде затоплено несколько станций метро. В одном из пригородов улицы превратились в бурлящие потоки воды, уносящие автомобили и мусорные контейнеры. Подробности расскажет Артем Стронов. Эти кадры были сняты в понедельник жителями испанской провинции Мадрид. Из-за сильных проливных дождей, обрушившихся на центральную часть страны, улицы некоторых городов превратились в бурлящие потоки воды. По словам очевидцев, больше всего пострадал населенный пункт Арганда-дель-Рей, примерно в 30 километрах к юго-востоку от столицы. Вода уносила автомобили и мусорные контейнеры. В некоторых местах выпал град размером с яблоко. Из-за удара стихии закрыты несколько автодорог и станций мадридского метро. Они оказались затоплены. Мобилизованы все экстренные службы. Людей просят не выходить на улицы. О погибших или пострадавших сообщений нет. Синоптики предупреждают, дожди в регионе продлятся до конца августа. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего доброго и будьте осторожны.